эфире передача «Вора в законе». И сегодня мы находимся в Радужном 122, где мы вот сейчас и обнаружили вора. Вот именно! Вот именно. Вора зовут... Как вас зовут? Димасик Черный. Димасик Черный. Это видео нигде не будет проявляться в интернете. Оно только для вас, дорогие зрители. Скажите, сколько вы занимаетесь этой творческой деятельностью? Я не занимаюсь этой творческой деятельностью. Это, если честно, я вообще, это моя хата, если честно. Вот я лицо не показываю, потому что все знают, что это моя хата, и не обязательно видеть мое лицо. Я сюда пришел домой, ключи забыл, пришлось дверь ломом выбить. А то, что вот там мешки с вещами стоят, я просто переезжаю, и все. И еще один вопрос после рыгания. Мы вот провели опрос среди воров, и как оказалось, то, что они первоначально берут из квартиры, так это чайник. Что берете вы? Если честно, я более профессиональный вор. Я вор категории про. Я сразу беру заварник. Потому что чайник у меня уже есть. Заварника у меня нет. Есть чайник. Поэтому я беру сразу заварник. А с заварником чай берете? Крупнолистовой, байховый, цейлонский? Не, я не люблю делать так. Я просто нахожу в квартире цветы, растения, срезаю с них все, сушу. И у меня дома стоят баночки с номерами квартир. И я пью квартирный чай и вспоминаю, как я обчистил какую-то определенную хату. Как нравится вот такая вот работа? Работа собирания мешков. Да, я люблю собирать мешки, технику, бытовую, телевизоры, конструкторы, деньги, да. Это все мы такие в душе, но никто не может проявляться истинно. Конфеты любите, да? Конфеты любите. Я их не пью. А расскажите, а что это тут на столе у нас? Что за котлеты и помидорчики? Херня какая-то. Котлеты, должен сказать. Если честно, котлеты. Вот. Такой еще вопрос хотел бы задать. Какое чувство бывает, когда вот пришел, своровал и ушел? Что внутри? Я вам отвечу практически так же, как вы мне задали вопрос. Пришел, охуел и ушел. Нет, это все понятно, конечно. Но вот я могу здесь делать все, что захочу, так как я с тобой. Смотри, это робот. Вы один работаете или с напарником? Напарник не нужен, а что-то мне понравилось. Я не знаю, я работаю обычно один, и мой друг Гера. И его почему-то никто не видит, но я представляю, что всегда со мной Гера ходит. Как только срабатывает сигнализация, я говорю: Герчик, затури шухер. И Гера вам помогает. А Герчик, сука, все время молчит. Я говорю: Герчик, ты что, терпила, блядь, что ли? Герчик молчит. Нет, это, блядь, конечно, вообще круто. Гера это мощный циклоп.